Дакар не жалеет никого, даже пятикратного победителя ралли. Казалось, после серьезной поломки двигателя механикам удалось восстановить автомобиль Эдуарда Николаева. Но то, что называли чудом, не произошло. Экипаж прощается с Дакаром в этом году. Но это марафон, это Дакар, поэтому каждый участник должен пройти через это, я считаю. Это, наверное, как сказать, ты не чемпион, если ты не сломался в пустыне, не сделал сам своими руками и не марафонец. Остальные команды в строю. Более того, наша тройка лидирует на протяжении последних этапов. А сюрпризы еще будут. Сегодня уже меньше камней, гораздо меньше, больше песчаных дорог. Высокие спуски крутые, о чем предупреждали организаторы. Но действительно, они местами прям такое ощущение, как будто под 90 градусов спуск. Старались аккуратно. Но, в принципе, в целом уже немного разнообразия, из-за этого интереснее. Конкуренты дышат в спину. Один из главных претендентов на золотого бедуина – белорус Сергей Вязович. Проколов у нас не было, навигации проблем нет. Видели на трассе, Ланкастер менял колесо на камнях на первом участке и Гузик менял колесо в нейтрализации. Мы его предупреждали, чтобы так не сделал, но он все равно менял. Дальше здесь песчаная дорога, для машины не опасно, но много на самом деле было опасных спусков не прописано. Завтра на Дакаре долгожданный выходной, а в воскресенье участников ждет самая длинная трасса в 546 километров песчаного и каменистого пути. Алмаз Гафиатов, Саудовская Аравия. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.